если говорить о современном этапе удмуртского такого как бы идентичности городской удмуртской, то, наверное, нужно назвать 2008 год, когда в социальной сети ВКонтакте появилась группа «Удмуртлык». Это такое объединение удмуртов в сети. В общем, вокруг удмуртлыка, удмуртлык переводится как удмуртскость, или сообщество удмуртское. Вокруг этой группы ВКонтакте, вот можете так и набрать, в общем-то, стали современные удмурты объединяться, знакомиться друг с другом, дружить друг с другом. И даже в первое время встречались офлайн на каких-то интересных местах, обсуждали, в общем, как развивать городское удмуртское. Вы меня извините, если я буду немножко теряться, потому что я сегодня ехала из Сыктывкара на автобусе, на маршрутке, не спала. Просто я буквально вчера то же самое рассказывала в Сыктывкаре, и у меня сейчас такой тур, я, видимо, рассказываю соседним регионам про удмуртов. Вот. Нельзя, на самом деле, говорить про современные удмуртские проекты, не затронув тему Юмшан-промо, в дальнейшем Юмшан-57. Это такая промо-группа, которая делала кучу классных проектов примерно с 2009 года, даже с 2008. Ну, например, Павел Поздеев, главный человек, который сочинил группу Юмшан. Юмшан переводится как «праздник». Это человек, который нашел бурановских бабушек в деревне Бураново и предложил им петь Цоя, Гребенщикова на удмуртском языке. И, в общем, с легкой руки Паши Поздеева на самом деле появилось множество классных проектов. Но, к сожалению, Паша Поздеев устал. Он сейчас отошел от всех общественных дел и просто, он режиссер, на самом деле, работает точно так же на телевидении нашем. В общем, Юмшан 57 аккумулировал такую энергию, и появились удмуртские блогеры и популярная удмуртская дискотека в городе. Ну вот один из проектов Паши, получается, это городская удмуртская дискотека, которая приобрела название «Ктоника». Вот сейчас это очень серьезный кейс удмуртских артистов. Я думаю, даже слышали такой формат популярного деревенского рейва. Начиналось все с передачи на радио, на телерадиокомпании «Моя Удмуртия». Передача «Эктоника» — это тоже выдуманное слово, эктон — танец, эктоника, какое-то модное словечко. Просто вечером, ночью, после 10 молодежь разговаривала на радио на какие-то актуальные темы. Сейчас это просто развлекательный формат. Что это друзья? Паша, он баловался вообще с соединением английских слов, удмуртских, русских. В общем, во что переродилась Эктоника? Эктоника сейчас это продюсерское агентство. Но на самом деле я не могу сказать, что оно прямо развивает артистов, то есть берет и прям доводит до какого-то совершенства. Но это очень серьезная организация по созданию концертов, дискотек. И, наверное, Open Air Эктоника сейчас самый большой их проект. Это вообще я это называю, да простят меня ребята, деревенская дискотека в городе. Потому что, наверное, у нас все-таки вот такой формат, это для деревенских больше. И то, что происходит в клубе на этой дискотеке, там опасно находиться порой. В общем, некоторые люди уже переросли формат эктоники, мне кажется, я уже туда не хожу. Но я много очень, на самом деле, походила на удмуртские дискотеки и много и писала про них. В общем, за 10 лет, на самом деле, уже сделано так много, что пусть молодежь деревенская, которая приезжает в город, пусть она хотя бы вот каким-то образом приобщается к удмуртскому хотя бы через музыку. Это наша суперзвезда Алена Тимирханова. У нее тюркская фамилия, потому что она из башкирских удмуртов. И сейчас переехала в Удмуртию и очень успешно развивает свою сольную карьеру. И
Петя Пушкин и Влад Горжак — это резиденты Эктоники, самые главные люди, которые все решают и которые рубят бабло на open-air Эктоника. Это усадьба удмуртского Деда Мороза, Толбабая в Шарканском районе. Вот летом они проводят очень популярную дискотеку. Но интересно, что население, которое приходит на эту дискотеку, это даже уже не молодежь, то есть там вообще взрослые люди, даже пенсионеры бывают. Вот. Если какая-то альтернатива Эктонике, то это Silent Wugur, наша рок-группа, наша гордость. Ребятам нынче исполнилось 10 лет, они временно не выступают, так как Светлана ушла в декрет. Первоначальный состав был немного другой, был басист Анатолий Галиханов, вот Светлана Ручкина, теперь Павлова, певица, солист Гриша Степанов и Вова Жуйков. Ребята издали всего один диск, но попали в историю удмуртской музыки как очень качественный продукт. В общем, они ко всему относятся серьезно, и свой клип они тоже 3 года пытались на самом деле снять. И я думаю, вам нужно будет посмотреть, кто еще не посмотрел клип группы Silent Wugur. Но на самом деле Silent Wugur известна своим драйвом, супермощной энергетикой, который источает Света. Вообще у нее невероятный голос и пластика. В общем, на нее очень приятно смотреть. И она всегда в каких-то интересных дизайнерских нарядах в первую очередь, наверное, от дизайнера Полины Кубиста. Как-то у них даже был концерт в 2015 году, концерт вместе с симфоническим оркестром филармонии удмуртской. Вот, а это буквально месяц, наверное, клипу, называется «Питерес». Там смысл примерно о том, что кружась, падают листья. Если бы хотели падать, то не кружились. И если бы хотела пройти молодость, не лились бы слезы. Это вообще фольклорный текст, они просто его немного обыграли, в общем, добавили своего какого-то звучания. Надеемся, что Silent Wugur на самом деле продолжит деятельность, потому что Света какое-то время жила в Москве, сейчас вернулась в Ижевск, и ждем новых песен. Вот. У Светланы есть также сольный проект «Лади Светы». Это поп-музыка, тоже очень качественная, и она очень гармонична и в этом направлении. Можете послушать. Наверное, вот у нас мало качественных проектов, но «Лади Светы» один из таких. Там, конечно, иногда приходится заказывать аранжировки специалистам, каким-то другим, за неимением внутри удмуртского специалистов хороших. Все равно сравниваешь, есть какой-то вот прямо такой а-ля деревенский подход, и есть что-то очень современное, западное. Может быть, кто-то будет ругать, что это не похоже на удмуртскую музыку, и я не знаю, должна быть, конечно, всегда альтернатива. Нам, как городским представителям удмуртской культуры, очень нравится. Они по-разному. Они могут взять текст фольклорный, какую-то песню фольклорную, чагыр дедеке. Да, давайте, я просто думаю, мы сейчас это потеряем, и я не уверена, что я успею закончить вовремя. Есть авторские песни, по-моему, даже я какой-то специально сочиняла куплет для Светы. То есть бывает, что она там находит какой-то, ей нравится стих, какое-то четверостишее, она потом просит доделать. Света вышла из филармонии, мы работали даже вместе, у нас есть такой ансамбль «Шулдырджит», лауреат госпремии, советский такой еще, из советского «Привет». Но сейчас «Шулдырджит» переводится как «веселый вечер». Шулдырджит обновляется. Как видите, даже уже состав, очень много молодых артистов и какие-то эксперименты. Эти перемены пришли, наверное, с Натальей Ушаковой, вот в красном. Она новый художественный руководитель, представитель династии Ушаковых. Вообще Шулдырджитом руководил и был главным
зачинателем ее отец Анатолий Ушаков, потом ее мать Галина Платонова руководила, и потом Наташа. В общем, это большая династия, и мне нравится качественный подход эстрадный, который есть у этого коллектива. Но они разные, скажем, есть, конечно, что-то традиционное. Вот Аня Плотникова, наша суперзвезда, тоже участница передачи «Играй гармонь». Ну, постарше, да, поколение, но тоже в свое время были очень большие звезды удмуртской эстрады. Вот, сейчас уже молодые артисты. Эльвира Панченко, светленькая девушка, тоже очень самобытная артистка с очень нежным вокалом. Наталья, она, наоборот, очень харизматичная, яркая. И вот Иван Белослудцев в очень забавном желтом пиджаке, но у Вани вообще стиль немного другой. Внутри этого коллектива он такой шоумен, но на самом деле Иван Белослудцев известен как такой инди-исполнитель. Он играет на гитаре, сочиняет песни. У него была раньше группа Иван Белослудцев, но Нильче Берпиос, Иван Белослудцев и 4 красивых молодых человека, скажем так. Тоже с подачи Павла Поздеева. Просто Паша нашел для Вани 4 музыкантов, и они на самом деле очень неплохо в какое-то время прокачали удмуртскую музыку. Ну, надо слушать как-нибудь, послушайте чуть попозже. Сейчас Иван неожиданно ушел в рэп, то есть он не то что сам исполняет, вместе с Алексеем Пикулевым они выпускают какие-то неожиданные композиции. Вот «Уйватын» во сне — это рэп, композиция. Ну, на самом деле, то, что вот сделано вот наподобие этого, это очень современно, прямо вот весь этот модный саунд, то, что сейчас мы слушаем. И для удмуртской музыки это, конечно, опять прорыв, потому что такого не было. Кстати, Паша Александров, который сегодня будет выступать, Шонерпол, он тоже, он не из Удмуртии, но он своим подходом, своим другим каким-то звучанием тоже новое привнес в удмуртскую музыку. Ну вот это Алексей Пикулев, на самом деле, под псевдонимом Морт. Наверное, надо отметить, что он не только рэпер, но и поэт в какой-то степени, потому что каждый его текст — это такое очень серьезное исследование, какое-то поэтическое, на самом деле, погружение. То есть каждая песня прочувствована, и можно, мне кажется, читать его композиции. Действительно. Вот его последний альбом «Горинча», даже не знаю, как переводится. Модно находить какие-то классные звучащие слова и придумывать им новый смысл. Но вообще у них в диалекте может быть другое значение, но, возможно, он обыгрывает слово «горыны». «Горыны» — это смеяться. И, может быть, он смеется над этим миром. В общем, Алексей Пикулев, ну, он достаточно такой закрытый парень и смотрит на этот мир не столь радужно. Я думаю, в его песнях отражается это. Есть у нас еще очень интересный молодой человек, художник Чудья Жени. Раньше был известен как художник, теперь как музыкант тоже. Ну, он сейчас в нескольких музыкальных проектах. Самый последний — это Cat Cubits, такой джаз. Нет, не джаз. Что-то из 60-х, 70-х. Что-то из такой рок-классики с инструментом кубыс, удмуртской скрипкой. Вот. Все начиналось с проекта «Дукес». «Дукес» — это верхняя одежда удмуртов, но почему-то ребятам понравилось это слово, и они вот в таком составе стали выступать. «Дукес» — это фолк-группа, ну, получается, они втроем, девушки поют, Чудья Жени играет. Ну, нужно, как бы, садишься и играешь на инструменте кубыс. Это удмуртская скрипка, тоже такая очень редкая, ну, не встречающаяся в Удмуртии, но она сохранилась за пределами. То есть в Татарстане, как раз в Балтасинском районе она сохранилась.
Это Лилия Леонтьева и Татьяна Тихонова. Ну, эти ребята на самом деле такие тоже известные персонажи, несут некий имидж современных удмуртов, и за ними очень следят. Допустим, девочки, они еще работают в центре ремесел. Татьяна, она ткет ковры. И, в общем, тоже как просветители очень много делают. Это работа Чудя Жени, он художник. В чем-то он преемник этнофутуристов. Ну, в общем, в какой-то степени в жанре этнофутуризма продолжает работать. Вот, это диск группы Дукес. Но они просто исполняют фольклор. Так не особо даже парясь над качеством, просто поют песни народные под аккомпанемент традиционного инструмента кубыс. Вот, из этого же проекта родился другой, пост-Дукес. Это уже электронная вариация группы Дукес. Это все то же самое на самом деле, просто уже с добавлением каких-то электронных мотивов. Еще они в последнее время стали сотрудничать с молодым исполнителем Бобо Ленин. Это Кирилл Кириллов, сын известного удмуртского барда. Кирилл тоже, у него есть сольный проект, вот Бобо Ленин называется. Кстати, он говорил, что... Я так поняла, что... Ну, Кирилл на самом деле очень молодой, ему лет, может, 18-19. И он буквально еще недавно был школьником, ездил в удмуртский лагерь Шундыкар, следил за Чудья Жени, за остальными, да, за Silent Вугур, за представителями удмуртской молодежной культуры. И сейчас он уже сам деятель этой культуры. И сравнивают на самом деле его группу Бобо Ленин с Нирваной, что это такой удмуртский гранж. И, кстати, я еще знаю, что Кирилл поклонник казанского музыканта Митя. У вас такой есть, да. И он даже, по-моему, в каком-то конкурсе участвовал, Митя. Ну, в общем, вот я связываю, на самом деле, дальше развитие удмуртской музыки вот с именем Кирилла. Мне кажется, он увлечен сейчас, даже себя начинает пробовать как промоутер, организатор вечеринок. Ну и нельзя, конечно, не упомянуть про такого известного персонажа, как Богдан Анфиногенов. У него хип-хоп проект Мурджол Underground. Мурджол переводится как подполье, такая игра слов, на самом деле просто перевод. Мурджол Underground. И Богдан, он вообще поэт, но в какой-то момент он стал петь каверы иностранных песен на удмуртском языке, и потом он как-то, ну, на самом деле мы все очень много общались, и забавно, что я когда готовилась, вот это Богдан Анфиногенов, он тоже парень из деревни, из Малопургинского района, Южный Удмурт. Я нашла обложку его альбома «Ялыки бит». «Ялыки» — это такой клич «пойдемте». Ну вот он на самом деле здесь очень много... Знаете, надо, наверное, действительно слушать. Это очень бодрая танцевальная музыка, ломаные ритмы. И там написано, под обложкой есть описание, я читаю, написано «Дарали Лили как-то показала мне московскую группу «Каникул». Я решил, что нужна подобная удмуртская музыка. Это забавно, что что-то там говоришь, ну, на кого-то это влияет. И вообще Каникул повлияли, оказывается, на Ялыки бит, на Богдана Анфиногенова. В общем, это все неожиданно. Ну, Богдан раскачался очень мощно, и он также принимает участие вот в проектах «Эктоники». Ну, раньше... Как-то, знаете, мы были более дружны, и, допустим, девочки из группы Дукес, они с Богданом выступали на проекте «Эктоника», на вечеринках. Сейчас как-то кто-то ушел очень сильно в андеграунд и не принимает то, что делает «Эктоника». «Эктоника» как бы уже не хочет мараться о такие андеграундные вещи, потому что они делают бабло, им на самом деле не до экспериментов. Ну вот примерно так выглядит типичная афиша «Эктоники». Это действительно очень популярная музыка.
Вот. Богдан сейчас, на самом деле, очень часто выступает на правительственных каких-то фестивалях, мероприятиях на площади. Вы, конечно, знаете, что у нас новый глава, новое правительство и новый стиль, вообще подход. И я стала замечать, что даже есть какая-то потребность в современных удмуртских продуктах. Вот Богдан отражает эту удмуртскость на городских мероприятиях. Вот. Он попал недавно в книгу «Лица России». Не знаю, слышали ли вы о такой. Ну, наверное, в первую очередь как поэт. И он, я бы сказала, даже просветитель, потому что у себя на странице ВКонтакте часто выкладывает какие-то исторические нужные вещи, то есть информацию из прошлого, фотографии. В общем, мне кажется, кроме того, что он делает популярные вещи, ну вот он еще ведет такую общественную работу, молодежи рассказывает про древних удмуртов. Так выглядит его книга «Айшет будущего», переводится как «Фартук будущего». И его тексты очень хорошо ложатся на это самоощущение современных удмуртов, которые кто-то не говорит на удмуртском, кто-то плохо говорит, но понимает. И он сам начинал писать стихи, не зная удмуртского языка, ему просто нравились некоторые слова, они звучали хорошо. Он их вплетал в стихи, потом оказывалось, что они очень хорошо подходят по смыслу. И сейчас уже Богдан на самом деле выучил удмуртский. Ну вот, на самом деле, очень важный такой человек в удмуртской литературе последних нескольких лет, поэт, такой, знаете, вот поэт, носитель идеи национальной, молодежной. Вот. Настя Шумилова, это я уже к поэтам перешла, писателям. Анастасия Шумилова, ее долго не было на литературном небосклоне, она просто была хорошим филологом, потом уехала учиться в Тарту и вдруг решила писать стихи. На самом деле она просто, видимо, в какой-то момент ощутила в себе это желание, этот потенциал. Ей было что сказать, и она стала, на самом деле, писать очень хорошие стихотворения. Но это такая настоящая высокая поэзия, до которой, ну, вообще не все, конечно, дойдут, не все поймут. Но это уже классика. Кышно палан, важе кубы сквара, балкон бусашкемын лемлетшинен, кинке рик шарыш маркевера, кинке средаса пуке кенем, турын куар чайно чурсалес мусур, кубы сквара юишкомы, моне, Джигрты саму сопияш кылбур пелямлыдже, поте мдурьосме соленум дурьосыз бордылякем, но монсентие приставка пост ля клышко кыльос борды. Ферме пост этно, пост футура, пост невроз, пост зерпальос кужилиос буджа, шишме постмодернизм, пост удмуртьос, кошко пост пужьосын, посткам кужа. Только последние строчки переведу. Пост-зерпалы — это пост-великаны размером с муравьев. Постмодернизм гниет, пост-удмурты уходят на пост-лодках вдоль пост-камы. Ну, в общем, это стихотворение есть у нее в переводе. Я думаю, что Настя сейчас доросла до такого момента, что она пишет на русском и переводит свои произведения. У нас какой-то появился диалог литературного сообщества национального и местного. И сейчас много каких-то интересных мероприятий, которые как раз связывают. Ну, это в первую очередь связано с таким объединением, как штаб современной поэзии «Поэтап». И они издали альманах. Они его назвали немножко неправильно, современная удмуртская поэзия, а имели в виду современную поэзию Удмуртии. Но здесь, наверное, самые какие-то актуальные поэты и два удмуртских поэта. И вот они уже второй издали сейчас альманах тоже.
поэты, которые не попали в первый альманах, теперь в нем есть. Вот. Мы недавно красили нашу набережную, у нас был проект «Ижевские смыслы», и мы закрашивали парапеты на набережной, которые были изгажены надписями или просто неэстетично смотрелись. И вот ребята из штаба «Поэтап» реализовали проект, они распечатали стихотворения ижевских авторов, и вот 2 стихотворения попало тоже, стихотворение Богдана и стихотворение Анастасии Шумиловой. А в следующий альманах попадут стихотворения Сергея Матвеева и Ларисы Ореховой, тоже удмуртских поэтов, но они уже постарше, они как бы до интернетовое поколение удмуртских литераторов, скажем так. Мне кажется, в удмуртскую литературу с интернетом вошла первая я. Ну, мне почему-то так кажется, может, я ошибаюсь, но просто я как раз училась в Венгрии на тот момент, и ВКонтакте появилась как социальная сеть, я зарегистрировалась и в тот момент начала еще вести блог. И то, что я писала в своем блоге, в итоге развелось дальше в литературную деятельность. И я издала в 2009 году книгу рассказов. Вот. Но на самом деле это моя первая и последняя, видимо, книга. Но нет, неправда. Я просто так много всего делаю, что я не успеваю издавать книги. И вот у Центра современной драматургии есть еще школа удмуртской драматургии. И эта школа, 5 лет она уже существует, сейчас объявила конкурс на лучшую драму. Кстати, можно подавать заявки не только нам, но и можно вот вам тоже, там отдельная номинация. Из литературы я ушла в вечеринки, просто потому что мне показалось, что, конечно, это все в слове выражать, все эти фантазии на тему современной удмуртской жизни, это полезно и важно, но с другой стороны очень важно это не упустить этот момент и в городе проявить тоже удмуртское. И где-то с 2012 года я стала делать вечеринки, там штук 8, наверное, сделала каких-то фестивалей, вечеринок в 1 год. И где-то к сентябрю поняла, что я не могу делать вечеринки постоянно. Я пыталась, например, продвигать удмуртскую моду, и мне приходилось искать девочек. Девчонки, давайте покажем удмуртские коллекции. Это стало так неудобно искать их. Я сказала, давайте просто у нас будет модельное агентство. Мы просто назовемся «Мадемуазель Удмурт». Я сейчас сижу на этом аккаунте просто потому, что я уже 3 своих аккаунта доролили куда-то потеряла, и я этот открывала для агентства, но в итоге я теперь на нем. В общем, сейчас агентство, оно тоже существует, и мы делаем показы просто потому, что нам это весело, интересно. И есть еще Татьяна Москвина, человек, наверное, у которого я училась, потому что она в первую очередь реставратор. Это тут разные костюмы разных районов, тоже показ на Гербере, на празднике московском, удмуртском. Вот, допустим, не знаю, вы как-то знакомы, не знакомы, вот это вот более традиционный северный комплекс. Это срединные удмурты, как раз характерен костюм тем, что верх однотонный, низ пестрый там, или в полоску, скажем, но на контрасте. Вот. Это вот пургинское платье, то, что вот по типу того, что я шью. Это северный костюм, северное платье, но просто из современной ткани. И саестем как элемент верхней одежды. Вот. Ну, она очень популярна, то есть то, что она делает для районов. Вот она сама. К ней обращаются коллективы, те же бурановские бабушки у нее заказывают костюмы себе. В общем, Татьяна Никитична обслуживает вообще массы и делает это профессионально. Она долгое время работала в музее изобразительных искусств реставратором. Это старые фотографии еще 80-х.
И вот, будучи реставратором костюма, она хорошо понимает специфику. И уже последнее время, вот можно сказать, стала дизайнером одежды, потому что все равно она что-то вносит свое. Здесь платье Татьяны Никитичны, она использовала традиционный защип тоже, но подача современная, это съемка московских, какой-то был, в общем, проект, по-моему, для Юминова, потому что, ну, у нас, в общем, есть такой проект, я уже забыл, Кама Рекордс раньше назывался он у него. Александр Юминов работает с национальной культурой, он открыл музей исчезнувших деревень и работает, в общем, получает гранты, пишет вот эти вот серьезные проекты. А это они осмысливали удмуртское через что-то современное, использовали шапочку Зои Лебедевой. Зоя Лебедева тоже наш известный художник, ткачиха, но она сейчас живет в Эстонии, переехала. Вот. Ну, это уже русские делали немного по-другому. Ну, то есть, может, не совсем в эстетике удмуртского, такое слишком современное, чужое, чуть-чуть непонятное. Ну, мне это нравится. Ну, это понятно, для каких целей. Это как бы высокая мода, скорее больше к современному искусству. Вот. Есть у нас дизайн-студия «Намер». Сейчас немного поменяли логотип и больше занимаются созданием логотипов. Ну, вообще ушли в дизайн. Но раньше делали много сувенирки, открытки разные, наклейки, кружки и так далее, и так далее. В общем, какая-то потребность в графических дизайнерах тоже есть, и слава богу, они появились. Вот. Ну, допустим, когда у нас было арт-пространство «Сахар», мы тоже работали с нашими дизайнерами, нам постоянно приносили они открытки, и это все уходило в лед. И есть еще другая дизайн-студия «Монами». Ну, это просто игра слов. «Мон» — это я. Решили, что какое-то забавное слово, типа французское, но на самом деле типа удмуртское. И «Монами», как видите, больше обслуживают, наверное, удмуртский шоу-бизнес, делают афиши для как раз эктоники, для других проектов. Вот, в частности, интеллектуальная игра удмуртская «Шутком», которую организует наша молодежная организация «Шунды». Ну, это уже такая общественная организация с начала 90-х. Ну вот, она работает в этой сфере. Ну, кстати, «Шутком» переводится «играем». Очень популярная игра. Буквально вот позавчера играли в командах, заняли 4-е место. Все никак не можем выиграть. Ну что ж. И последний слайд. Интересно, вот тут как-то цвет другой. На самом деле такой телесно-розовый. Сейчас тенденция наблюдается такая, что интерес Ижевска в сторону удмуртского. То есть я, например, уже думаю, что нет смысла самой что-то делать. Вот если я хочу развивать дизайн удмуртский, лучше обратиться к дизайнерам и сказать: давайте вы будете дизайн удмуртский развивать, потому что вы дизайнеры, а я удмуртка, то есть я же не дизайнер. Точно так же у нас появились активисты, которые... Им интересна мода. И вот Кирилл Маркес говорит: я хочу сделать Удмурт Fashion Day, давай помогай, что ли. И, в общем, мы сделали летом в июне Удмурт Fashion Day, пока один, на несколько дней не получается, но национальное было там представлено, то есть несколько удмуртских дизайнеров там показали коллекции. И мне кажется, сейчас даже интереснее работать с сообществами. Вот, например, штаб «Поэтап» хочет издавать книги. И вот мне кажется, тогда надо делать так, чтобы они были заинтересованы в общении с удмуртским сообществом. И вот так вот вместе можно делать большие дела. И точно так же вот дизайн там можно развивать с ребятами. Вот. И вообще сейчас мы очень хотим какой-то большой арт-кластер. Буквально на днях нам
предложили освоить помещение на 4000 квадратов. Я просто не знаю, как сделать так, чтобы удмуртское там было представлено, потому что такая большая ответственность, и как собрать людей в одно место, да, с репрезентацией современного удмуртского. В общем, очень хочется, и вот смотрю на смену, думаю, что-то надо вот подобное, чтобы классно и красиво. Это современная версия нагрудника северных удмуртов, называется мурасаш. Носился он, конечно, с домотканым, там снизу одевается домотканая рубаха, сверху еще одно платье, второе, вот в этой прорези, то есть наоборот, у кого-то внутри кабачи, там вышитый, а у других районов, у Игринского, например, вот сверху еще такой квадратный мурасаш, а он на самом деле бывает еще продолговатый и зауженный, и тогда прям вообще по талии, по фигуре, и очень красиво смотрится. Я просто подумала, можно же его носить не обязательно с традиционной одеждой, просто на футболке, под жакеты, там, с современным чем-нибудь. Вот. Ну, это типа альтернатива маниста, потому что маниста — это что-то очень сильно уже банальное даже, мне кажется. Надоело уже везде все. Ну, как-то люди так примитивно используют это, и хочется добавить чего-то нового, сказать, что вот удмуртская мода, она же может быть в разных формах представлена. Вот это вот типа вариант северный. Не обязательно только южных удмуртов использовать с их манистом, потому что северные вообще не носили даже. Вот. Ну, такой вот вариант. Конкретно у мурасажи там все-таки у северных смотришь, там вырезы огромные, да, и поэтому надо закрывать грудь. Вот. Ну и форму держать. Такая полезная в хозяйстве, полезная в гардеробе вещь. Вот. Я думаю, что все на этом. Спасибо вам.